Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня мы снова встретились с Мамуста Гульнарой Ахмедовой. Здравствуйте! Дан Бош, добрый день! И тема нашей сегодняшней программы – новый курдско-русский словарь, аналога которому до сих пор не было. Я это говорю с уверенностью, так как видел этот словарь. И действительно, это уникальный труд, который так необходим сегодня курдской диаспоре. Мамуста Гульнара, расскажите о том, как вы пришли к идее создания словаря. В начале нашей беседы я бы хотела поблагодарить канал Курдское просвещение за поддержку и сотрудничество в моих проектах, необходимое любому творческому человеку. Отвечая на вопрос об идее создания словаря, надо отметить главное. Это не работа одного дня. Ничто не возникло просто так. У всего есть предыстория, которая предшествует событиям в нашей жизни. Одно из – это воспитание в семье. Именно родители являются путеводной звездой в духовном становлении ребенка. Мои родители говорили дома на родном языке, выписывали газеты, журналы из Еревана, Центра курдской культуры, приобретали книги. Отец пел народные песни, что и воспитало во мне чувство уважение к родному языку и в то же время уважение к другим языкам и народам. Помню слова отца: «Человек, не знающий своего языка, глухонемой. Благодаря этим предпосылкам, будучи в зрелом возрасте, мне захотелось сделать что-то полезное для развития курдского языка. Это желание усилилось и в период самоисследования над курдским языком на основе латинской графики, и позже, во время преподавания, когда мне не хватало материала на русском языке. Я стала собирать энциклопедические и архивные сведения, советоваться с курдологами, языковедами со многих стран. И в начале пандемии, с начала пандемии, я вплотную занялась созданием нового словаря. Какие материалы вы использовали в процессе работы и на какие источники вы опирались? Главным источником в моей работе был словарь Каната Курдоева в 36 тысяч слов, словарь Умида Демирхана Ферхенго Дести, словарь Муса Антера Курди Турки и многие другие словари, в которых я делала сравнения. Особенностью моего словаря является то, что он состоит из двух частей: курдско-русской части 12,5 тысяч слов и русско-курдский вариант 7,5 тысяч слов. Итого 20 тысяч слов. Словарь разработан облегченным, мобильным, но в то же время информативно обширным, благодаря тому, что каждому слову я записывала слова из разных диалектов всех частей Курдистана. В любой творческой работе, как правило, существует команда единомышленников. Была ли у вас такая команда? Всю работу я делала самостоятельно, потому что творческому человеку свобода мысли очень важна. Но я постоянно вовлекала в этот процесс многих языковедов, преподавателей из разных стран, с которыми я знакомилась на онлайн-уроках и платформах. Всех благодарю. Они все оказали мне содействие. Насколько мне известно, вы хотите публиковать словарь в формате А4. Обычно мы привыкли, что словари бывают маленькие и карманные. Почему именно в А4? Это не словарь в обычном понимании этого слова. Скорее, учебное пособие нового поколения, интересное в изучении для любой возрастной категории. Я и ранее об этом говорила. Такой формат легко воспринимается визуально. В начале словаря выложен алфавит в цветной иллюстрации. Хочу сказать еще об одной изюминке, которой ранее не было в словарях. Это то, что перевод с курдского языка записан прописными буквами, то есть курсивным шрифтом, для того, чтобы изучающий мог самостоятельно заниматься письменностью. Эту особенность я сохранила и в букваре, в моей второй книге. А что это за букварь? Словарь и букварь – это две части одного проекта курдского языка, развития курдского языка, которые друг друга дополняют информативно.
эти обе книги, они откликаются одна с другой. Это хорошая идея, так как изучение любого языка начинается с букваря. Да, уникальность букваря состоит в том, что он составлен на 4 языках: курдском, казахском, русском и английском языке. Так как мы живем в многонациональном социуме, как писал красиво Фазиль Искандер в «Многонациональной симфонии», и наши дети в школах изучают несколько языков, казахский, русский, английский, то я добавила для курдских детей еще и курдский язык. Так может это надо внедрить в школьную программу? Я сейчас работаю над этим. Для этого зарегистрировано авторское право. Все права книг защищены законом Республики Казахстан для легитимного существования в дальнейшем обеих книг. Мамуста Гульнара, без преувеличения, это глобальный проект. Вы объявляли сбор средств на печать обеих книг. Удалось ли вам собрать нужную сумму? Хороший вопрос. 2 года назад я объявляла о спонсорской поддержке, но, к сожалению, никто не отозвался. И 3 месяца назад я объявила общественный сбор средств. Отозвались единицы, и этих денег хватило на организационные и технические вопросы. Благодарю всех, кто остался неравнодушен. Но производство книг – это дорогостоящее мероприятие. И так как не собралась нужная сумма, то в первую печать пойдет букварь. А как на это отреагировали курдские бизнесмены? Обращались ли вы к ним? Да, я обращалась к нескольким бизнесменам, но, к сожалению, столкнулась с негативным отношением, в котором открылось истинное лицо людей к собственной культуре и языку. Хочу отметить и поблагодарить своих друзей казахской национальности, друзей, знакомых, которые относятся с добром и пониманием и значимости к моему труду и работе. Дорогие мои друзья, я благодарю вас всех за понимание, за поддержку. Желаю всем мира и добра. Желаю мира и добра всем тем, кто на этом пути был рядом со мной и сегодня, сейчас рядом со мной. Дорогие друзья, подытожим наш репортаж. Мы поняли глобальность работы Мамуста Гульнары Ахмедовой для курдского общества. Это работа для народа, и мы, народ, не можем остаться в стороне. Давайте сохраним наш язык для будущих поколений. Наш язык – наше государство. Также продолжается сбор средств на печать обеих книг. И мы благодарим издательский дом Лем за содействие в съемках. До встречи!